Строительство медцентра в микрорайоне Кочпан стало основной темой общественных слушаний по изменению генплана столицы Коми. Республике нужны дополнительные инфекционные койки, а жителям микрорайона – социальная инфраструктура, зеленые зоны, тротуары, освещение, детские площадки, магазины. К согласию прийти трудно, но необходимо. Алексей Корчма выслушал доводы сторон. Мэрия Сыктывкара и чиновники от медицины пошли на второй заход. В феврале вопрос строительства медцентра на улице Воркутинская уже выносили на общественное слушание. Тогда люди боялись, что снизится стоимость домов, хотя когда она снижалась при наличии под боком поликлиники. Еще беспокоились, что придется попрощаться с озером неподалеку. Должен иметь зеленое насаждение, и вот это озеро должно быть сбережено. Самое главное улучшение генплана, самая главная цель – это улучшение генплана, а не ухудшение. Почему именно Воркутинская? Разве других участков в городе нет, спрашивают люди. Есть, отвечает Минздрав, но они либо далеко, либо совсем не подходят для будущей стройки. Еще в 2020 году началось это рассмотрение. Сначала рассмотрели участок в Красном Затоне. Также проводились общественные слушания. Но там большой земельный участок, много леса, и жители сказали, что не нужно его рубить. И мы согласны с этой позицией. Рассматривали участки непосредственно на территории больничного городка, что было бы целесообразно здесь поблизости построить. Но, к сожалению, там нету свободных земельных участков. Много коммуникаций, много газовых труб, электричества, которые переносить долго и дорого. Еще рассматривали землю недалеко от улицы Маркова, рядом с больничным городком, но там жилые дома, которые нужно расселять. А это годы, при том, что медицинский центр нужен уже сейчас. И улица Воркутинская – самый удачный вариант. Потому что данный земельный участок сейчас там ничего нету. Ни колодцев, ни электричества, ничего нету. Будем все делать с нуля. Сегодня инфекционная больница обслуживает 9 городов и районов. Это примерно 450 тысяч человек. В период пандемии справиться с большим количеством пациентов она была не в состоянии. Время бежит. Дальше еще будут эпидемии. А где мы их будем лечить, эти эпидемии? Инфекционная больница, которая на 100 коек будет открываться, мы там не сможем. Наверное, многие помнят, как в пандемию Коми республиканскую клиническую и другие больницы региона вынужденно перепрофилировали в ковидные госпитали. И, естественно, в ущерб плановым обследованиям и операциям. Чтобы впредь такого не было, нужен отдельный вирусный центр. И желательно на Воркутинской, говорят медики. Больничный городок относительно близко, а как раз время доезда скорой помощи становится решающим фактором, когда счет идет на минуты. Это максимально близкий участок к существующему больничному городку. Это принципиально важно, чтобы наши специалисты, если потребуется их консультации с клиник больничного городка, будь то перинатальный центр или Коми республиканская больница, приехали сюда на консультацию. Также это в черте города, и скорой помощи пациентов довозить сюда максимально близко. Современное оборудование, передовые методы диагностики и лечения, более 1000 новых рабочих мест, общежитий для сотрудников. За пример строительства берутся крупные города, где такие проекты уже реализованы. В Башкортостане быстро возводимый госпиталь построили за 55 дней. Мы решили идти по пути совмещения капитального строительства в виде фундамента и сверху быстро возводимый модуль. Но несмотря на эти примеры и слова медиков, кто-то продолжает сомневаться, что мы нуждаемся в дополнительных койках. Вы наметьте, где будет основная в начале дорога, качественная такая, где вот пройдут вот тяжелогрузы и все прочие, да? Вот. Тогда, пожалуйста, вдалеке стройте, хоть Кремль стройте. Понимаете как? Вот. Я приехала из Ухты, 40 лет проработала в школе. Не для того, чтобы вот так вот волноваться и ждать, что у меня завтра будет за калиткой. Я выйду или нет. Деньги на проект выделяет Москва, но для заявки на финансирование необходим пакет документов, в том числе и положительное решение на отвод земельного участка. Строительство медцентра, само собой, повлечет и развитие инфраструктуры. Появятся дороги, освещение, центральная канализация и другие блага. Люди только выиграют. В целом, строительство этого инфекционного центра – это федеральные деньги, которые сегодня повлекут за собой следом развитие инфраструктуры всего района в целом. Это и дороги, и сети, которые те же жители будут также использовать. Да.
Поэтому говорить о том, что там с калитки тяжело выйти и прочее такое, да, безусловно, субъективные мнения жителей учитываются при таких объектах. Но в глобальном смысле строительство этого объекта, он повлияет только положительно на развитие этого региона. Вот эту территорию, которую нам предоставил город, мы с коллегами ее поддерживаем. Еще раз хочу сказать, что наша задача лечить. Мы уже в течение более 2 лет боремся с новой инфекцией коронавирусной. Сейчас грипп присоединяется. В том году его было мало, сейчас он уже поднимает голову опять. Поэтому вот наша задача лечить, коллеги. И нам нужны площади, чтобы строить новые объекты, которых в республике давно не строился. Окончательное решение будет принято с учетом мнения общественности. К тому же строительство не начнут без положительного заключения государственной экспертизы.